способ правления. Теперь хотелось бы немного о вашем княжестве. Как оно управляется? We spoke about Russia and we came to the point that the monarchy is the best in healthy sense, and now we would be happy to speak about your kingdom. I have written, for instance, many books where I talk about monarchy also. Я писал несколько книг, в которых затрагивается тема монархии. In my own kingdom, although I'm born in America, but I'm a traditional ruler in Nigeria, an area called Warri. И говоря о моем царстве, хочу сказать, что несмотря на то, что я являюсь высшим верховным вождем одного из княжеств, я был рожден в Америке. But I'm also connected with traditional rulership in Ghana as well. Я традиционный правитель в этом штате, но также я отношусь к традиционным правителям в штате Гана. And so in the area where I have reigned, I try to emphasize creating a community based on love. И там, где я правлю, я всегда говорю о важности отношений, основанных на любви. Where people are trying to pursue various types of commodities and material things, but where they're trying to understand the importance of ethics and spirituality. И, конечно же, правитель, он заботится о вещах, необходимых для обычной повседневной жизни и светского образования своих граждан, но с тем же мы стараемся прививать своим людям понимание высших ценностей жизни, некоторую духовность, мораль и этику. And I have some involvement in many communities around the world where I try to help build up healthy communities. И также я являюсь консультантом многих обществ и общин по всему миру, где я пытаюсь говорить о том же и помогать людям двигаться именно в этом направлении. And when I meet different world leaders and diplomats, I talk about healthy nation building. Встречаясь же с лидерами государств, с дипломатами, мы, как правило, говорим о важности здорового роста и развития нации. Если речь идет о любви, о понимании, значит, в вашем княжестве нет выборов. So if you speak about love, trust and understanding, I suspect that in your kingdom it is no election system. Oh yes, because there is constant chances for people to have other types of services and work, and many of those type of positions, one has to be elected. Да, выборы не нужны, потому что, в принципе, человек может найти себя в других каких-то сферах деятельности, где он может иметь влияние и оказывать влияние на ход истории в связи с своей профессией и той сферой деятельности, за которую он отвечает. И там происходят выборы. It's like even in the case of the kings and the chiefs and the queens, there are times when they also have to be, reinstated or they have to be elected. Because when one dies, then there has to be the king makers to decide who will be the next king. Иногда система такова, что царская династия продолжается тем, кто не принадлежит к царской семье. В этом случае происходят своего рода выборы. И есть главы государства, традиционные правители, очень компетентные, знающие, понимающие люди, которые выбирают того, кто смог бы стать достойным королем или королевой, или тем, кто будет так или иначе играть важную роль в управлении государством. In one ancient scripture, it emphasizes that the king should know his citizens as well as a mother knows her children. В одном древнем писании сказано, что подлинный правитель должен знать настолько хорошо своих подданных, насколько мать знает своего дитя. And should take care of them in that same way. И заботиться так же, как родители пестуют свое детище. Ваше Величество, в вашем княжестве вам это удается? Your Majesty, how do you feel if you succeeded with this in your kingdom? Every day is an opportunity to try to improve. Каждый день предоставляет нам новую возможность что-то улучшать. In my case, some things are a little difficult because almost every week I'm visiting a different country. В моем случае, быть может, сложно это отнести именно к тому королевству, где я являюсь правителем, потому что я очень много путешествую, фактически каждую вторую неделю я уже в другой стране. But as I said, a good leader should also be a good delegator. It should have people who can take positions to maintain things very nicely.
Но, как я уже говорил, хороший лидер, он должен уметь делегировать, потом он должен обучать других с тем, чтобы те могли должным образом выполнять такого рода обязанности в стране. A bad leader wants to control and have power for himself. A good leader wants to empower others. Плохой лидер хочет все, скажем так, подгрести под себя, взять все в свой стальной кулак. Но хороший же лидер, он старается уполномачивать и обучать других. А во время вашего отсутствия кто управляет княжеством? Who rules the kingdom in your absence? There are other chiefs. There's many different levels. There's a supreme paramount king. Есть There's other kings and chiefs. главы государства разных уровней. Есть верховные правители, короли, которые управляют государством, и есть те, кто занимается администрированием и другими уровнями управления. Just like I oversee different places in the world, clinics, hospitals, schools, farms. Я езжу по всему миру, бываю в стольких клиниках, школах, заезжаю на фермерские участки. I don't have to physically be in all those places. Но я влияю на их развитие, потому что даже когда не всегда имею возможность там присутствовать физически, так что-то может происходить даже без непосредственного вмешательства. Now I do give a lot of course workshops and seminars all around the world. Сейчас в этой поездке особенно я провожу очень много практических занятий и семинаров, где люди могут научиться чему-нибудь практически. Things like leadership, conflict resolution, stress management. Проводим семинары по лидерству, а также учебные занятия по управлению стрессом и временем. Now sometimes I send people to do this, but sometimes I like to physically go and do it myself. Что-то я делаю сам непосредственно, но в некоторых вопросах у меня есть уполномоченные люди, мои заместители, которые вполне справляются сами. My concern is that a good leader makes good leaders. И я считаю, что главный признак хорошего лидера – это тот лидер, который может создавать хороших лидеров. You want to see the best type of leader, you'll see that person makes very, very good leaders. И желая узнать о компетентности того или иного лидера, нужно посмотреть на его окружение. Если в его окружении есть достойные лидеры, значит этот человек действительно стоит своего звания лидера. Because he's a good leader because he or she does good things for others. И хороший лидер – это тот, кто стремится принести благо другим. See, some leaders, they use people to make things happen. И некоторые лидеры, они используют других для свершений. But a good leader makes things happen for the people. Но хороший лидер, он вершит что-либо для того, чтобы помочь людям. People are more important than productions, than material things. Потому что люди, они важнее, чем свершения, они важнее, чем какие-либо материальные ценности в этом мире. You know, we look at the world now, we look at all of the pandemonium, all the crisis that's going on. Сейчас мир во многих странах переживает кризисные ситуации. It really has to do with a crisis in leadership. И я думаю, что многие из них связаны с кризисом в управлении. Never was there a time in the world when leadership was more important than it is now. Я думаю, что сейчас, как никогда, умение правильного лидерства важно в стране. Because of the effects of globalization. И тому способствует факт глобализации мира. And the centralization of technologies. И централизация технологий. Decisions that leaders make now affect more people than ever before. И я полагаю, что те решения, которые принимаются лидерами именно сейчас, важны как никогда раньше и окажут очень сильное влияние на дальнейший ход истории. But it takes educated people to recognize what constitutes a good leader. Но люди должны быть достаточно образованными и мудрыми, чтобы из их среды вышли достойные лидеры. И также люди должны быть достаточно мудры, чтобы правильный выбор, не ошибиться в своем выборе правильного лидера. Because sometimes people are supporting leaders who are not principle-centered. А потому что иногда люди оказывают поддержку тем лидерам, которые правят не в соответствии с должными принципами. And this adds to the problem. И, конечно же, это создает сложности. Ваше Величество, хотелось бы все-таки вернуться в княжество Варий. У вас в княжестве есть политические партии? Your Majesty, still coming back to Vari, would like to ask you if you have political parties in your country. Что вы будете делать, если у вас заведутся коммунисты? What will you do if communists come to your place? Well, for instance, in the whole continent of Africa and the country of Nigeria, there are political parties, even though there's kings.
Между тем, в Нигерии, в Африке существуют политические партии, хотя параллельно с ними есть и короли. They kind of go, you see, parallel. Но это правление осуществляется параллельно. You have the elected official political leaders, and then you have the traditional leaders. Есть избираемые политические лидеры и есть традиционные лидеры. Just like England, Как you в have Англии. an elected leader, Есть and you also have the queen. избираемые лидеры и есть королева. Англия в свое время подала всему миру пример вот так называемых демократических выборов, то есть пример как раз вот этой самой политической борьбы, часто нечестной. Разве хорошо копировать такой образец? In England, some time ago, particularly England gave a certain example of so-called democratic elections. But it wasn't the good examples because still we know that many of elections are honest. So, is it a good example to follow? See, it's really not so much important what the political party is. It's a matter of the consciousness of the leaders. Я думаю, что важны не сами политические партии и их разнообразие, а характер и качество и стремление лидера, которые ведут за собой тех или иных людей. If a person has a corrupted consciousness, whether they're communists, whether they are capitalists, whether they are a monarch, they will corrupt the people and do devious things. И если у человека коррумпированное сознание, кем бы он ни руководил, коммунистами, капиталистами, демократами, в любом случае его правление приведет только к разложению тех, кто от него зависит. Но в любом случае, если человек решил стать политиком, когда он достигает определенной ступени, он вынужден через многое переступить. И очень часто бывает, если не почти всегда так, что человек этот обладает совершенно определенным набором качеств, не очень хороших. Still, as far as we know, to get some post in political, for example, one is progressing and getting more and more promotion. So, to get some high post, one had to step over some internal good qualities. And as far as we know, many politicians they can't manifest too good qualities and honesty. This is something that's very unfortunate. Да, это большая беда. That many times someone starts off with good intention, but the arena is so manipulative that the person gets confused or controlled. Даже те, кто начинают с самыми благими намерениями, иногда подпадают под влияние окружения, потому что сама сцена политическая диктует такие условия, которые ставят человека в очень жесткие рамки или под полный контроль. That's why we said there must be character, competence, compassion, and courage. Courage to not to give in to deviation. Именно поэтому я, говоря о качествах, подлинных качествах лидера, упомянул, как также не менее важно, это храбрость. То есть он должен быть достаточно смелым человеком, чтобы отстаивать свои убеждения. А тогда не застрелят ли его еще на ранних этапах? But then we are afraid that he will be killed even on the beginning stage of his career. And that's why the people must be more aware, so that they can protect, good leaders. Именно поэтому люди также должны получать соответствующее образование и культивировать свою мудрость, чтобы в случае необходимости они могли не только избрать достойного лидера, но также отстоять его. So it goes both ways. The people make the leader, and the leader makes the people. Потому что это движется все в двух направлениях. Лидера избирают люди, и лидер делает людей, и люди делают лидера, другими And a словами. leader's public and private life should be quite similar. И кроме того, я считаю очень важным, что лидер он должен быть одинаковым, как дома, так и на людях. Sometimes the private life is even more important because it tells you what the person is really thinking and actually really about. И очень важно знать все о человеке, которого мы избираем, потому что его личная жизнь зачастую может рассказать нам о нем гораздо больше, чем то, что он разыгрывает на людях. It's like one of my books came out during the time that President Clinton, previously president in America, was having this sexual scandal. Как помните, скандал, который разгорелся вокруг Клинтона из-за его связи с женщиной, как раз в это время я выпустил свою очередную книгу. So the editors of one of the major newspapers in America, Washington Post, asked if I would address this issue of sex and the leadership crisis. И я написала это потому, что один из редакторов
крупнейших газет в Нью-Йорке, попросил меня написать книгу, которая как раз бы рассматривала вопросы сексуальных связей и кризиса в лидерстве. And so I was addressing how the leader should actually be more ethical and moral. И в этой книге я говорю о необходимости улучшения моральной жизни лидеров, что он должен обладать также этическими какими-то качествами. Should be consistent. Я считаю, что личная жизнь человека и его социальная жизнь, они должны быть проходить в одном русле. So one of the things our leaders should be careful about is promiscuous activities and exploitation of money. Итак, подлинный лидер, он должен быть очень ответственным в своих личных поступках, и также он должен быть достаточно ответственным, чтобы не злоупотреблять людьми в целях личных достижений. They must help to encourage family and healthy types of relationships. Также лидер, он должен поощрять семью, создание семей, сохранение семей и хорошее, здравое отношение среди людей. I was discussing the other day in press conference how we have some of the highest divorce here in Russia in the whole world. Вчера у нас была пресс-конференция небольшая, но мы успели затронуть такую тему, как разводы. Россия находится на одном из первых мест по разводам в мире. I was discussing how every year 14,000 women are actually killed by their husbands or boyfriends here in Russia. И статистика показывает, что ежегодно 14 тысяч женщин погибают от руки либо мужей, либо своих друзей. So there's a need to give more protection to women and to children especially. И потому, конечно же, это очень и очень важный аспект правления, оказание защиты детям и женщинам. As men, we're in charge of most things, so we have a duty to be. Потому что, как правило, мы, мужчины, отвечаем за большинство происходящего в мире и имеем большее влияние на все события. When the men are more accountable, then we'll see that the family is stronger and the nation will be stronger. И если мужчины будут более ответственными в своих поступках, то мы увидим, что семьи будут укрепляться и также будут укрепляться позиции нации. One of the main areas we should address is alcoholism. Также проблемная зона, которой также требуется настоятельное улучшение, это алкоголизм. У нас есть еще вопрос? Мы уже полчаса пишем. Так ну и что, ребята, уже двойной формат. Нет, все нормально. Нет, а еще у нас есть время немного? Один вопрос. Есть. У нас есть. Sorry. Еще, значит, дело в том, что у нас очень мало времени, и поэтому, значит, вопрос последний. Что бы вы пожелали российским избирателям в этом году? Кого бы им пожелали? So, as far we are short of time, the last question, what could you wish to our audience, and as far elections are nearby, so what would you advise to electors in future election? Whom and what type of leader you would wish for them to choose? И не стоит ли России вернуть наследственного монарха? And don't you feel that would be better for Russia to bring back hereditary monarchy? I think based on so many variables, the best system at this time is actually democracy. Так или иначе, все-таки я думаю, что вот в данной политической и социальной ситуации пока лучшим способом правления была бы демократия. This may sound strange for the fact that I'm a monarch. Может быть, это звучит странно из уст монарха. But I think democracy is the less of evils. Но я думаю, что демократия это меньшее из зол. Until people are more trained in how to be proper monarchs. До тех пор, пока монархи не разовьют должных качеств и также не будут достаточно развиты те, кто будет находиться у них в подданных. But I think there's a need for the visionary leader who is not only addressing the lower needs of the people, but the higher needs also. Я думаю, что для лидера очень важно исполнять не только нужды, какие-то обычные повседневные нужды людей, но также задуматься о высших ценностях жизни и ее высшем смысле. Because we are really spiritual beings having different types of material experiences. Потому что человек сам по себе духовен, и само его сознание располагает каким-то откровением и поиску высшего смысла в жизни. We have physical presence, we have metaphysical, and we have spiritual essence. Потому что человек, он не одно лишь тело, он его ум, разум и также душа. So the good leader would also often be aware of how to help the whole person, not just the physical.
И лидер, он должен воспринимать человека не лишь как его тело, а как собрание всего этого в совокупности. The leader should be empowered and blessed by God, И кроме того, лидер должен иметь полномочия и благословения Бога. realizing that he's being watched by the citizens and also by the Lord. И его должны любить и благословлять не только подданные, но и Господь Бог. And even if the leader is not spiritually inclined, the leader should know that when you help people genuinely, that it comes back to you. И даже если лидер не слишком духовен, в любом случае он должен понимать, что какое бы благо это ни принес другим, оно непременно вернется к тебе. Matter of fact, as we enter more and more into the 21st century, leaders who are not empowering their people will have lots and lots of trouble. И кроме того, нужно знать, что полномочиями нужно делиться, их нужно передавать, потому что это проблема 20-21 века. Мы знаем, что те, кто не передают им полномочия и обязанности другим, в конце концов терпят крах. Because with all of the information now, people are becoming much more sensitive and aware of what is going on. И сейчас информация достаточно, люди достаточно высоко информированы, есть множество средств массовой информации, и сейчас люди гораздо чувствительны ко всем переменам и больше задумываются о том, что происходит в правительстве. So we hope the people will elect the right kind of leaders who will lead with vision and with wisdom. И потому главное, чтобы люди были достаточно умны выбирать тех лидеров, которые обладают мудростью и достаточным знанием и добротой. And then last, this way we can honor healthy unity with diversity. И тогда, несмотря на то, что все мы такие разные, объединенные высшим принципом жизни, мы можем тесно сотрудничать друг с другом и быть одной большой семьей. The world is fragmenting too much now by sectarianism between races, political parties, and ethnic groups, and also religions. Великий бич современности, потому что мы отгораживаемся друг от друга, разделяясь на секты, различные оппозиции. То есть эта конкуренция и сепаратизм существуют совершенно в разных сферах жизни, но с тем же мы должны учиться, как мы можем быть одним единым целым. Like the writings on the planet now is learn to live together as a global community or suffer and die together. Потому что сейчас мы очень тесно связаны друг с другом, и мы не можем жить независимо. Мы один большой мир, нас много, но мы один мир, это как одна большая картина, и мы можем либо выжить все вместе, либо все вместе умереть. So let's live together. Так давайте же будем вместе жить. Так. Ну, можно я тебя... Да, sorry. Маша, я хотела бы спросить у Его Величества, как он, как видящий человек, видит вот будущее России. Да, ну... She wants to ask a question from herself. You have deep vision. So how do you see the future of Russia? I think the future of Russia is caught up with the future of the whole planet. Я думаю, что будущее России тесно связано с будущим планеты. The planet itself is endangered. Планета в опасности. There's ecological problems. Экологические проблемы. There's the war problems and political problems. Проблема, постоянная угроза войны и политические сложности. There's the problems of disease. И также болезни. And the world now is so interconnected. One place in the world affects another part. И сейчас все мы настолько связаны друг с другом, что если что-то происходит в одной части мира, это тут же отголоски доносятся до другой части света. So we pray that there is a very bright future. И я молюсь о том, чтобы наше будущее было светлым. But we don't have a whole lot of time. Но чтобы спасти ситуацию, у нас не так много времени. Half the world is starving from lack of food. Столько людей в мире голодают. Half the world is suffering from lack of proper water. Стольким не хватает чистой воды. Even in the near future, we're going to have wars just based on water because the water table is going down. Я думаю, в будущем будут войны за территории, где есть вода, потому что воды становится на планете все меньше и меньше. More countries are having access to biological and nuclear weapons. Многие страны страдают от опасности войн и также от опасностей, связанных с ядерным оружием, которое они хранят. And many of the citizens, like the citizens in Russia, they are starving for a chance to live a better life.
И я думаю, что многие в России хотят лучшей жизни. And so if that's not arranged, there will be bigger problems. И я думаю, что если этого не произойдет, то будут большие проблемы. So let's say we have confidence that the leaders will step up and do the necessary. Но нужно все равно быть уверенным, что лидеры они поступят должным образом. We have so many leaders who are in positions who I think will make a nice future. Но все же я думаю, что в России есть достойные лидеры, которые облечены достаточной властью и возможностями, чтобы обеспечить России хорошее будущее. They just have to keep the courage to keep doing the right thing. Просто они должны не расставаться со своей храбростью и иметь силы продолжать делать то, что они наметили. Дело в том, что вот зашла речь о России. То есть, если не говорить о глобальном процессе, а говорить только о России, то ведь у нас очень много голодающих. И в последнее время раздаются голоса о том, что есть некий особый путь России, что России какое-то высшее предназначение, как у страны. Вот как относиться к этому? You know that even in Russia some people are starving, not only in other parts of the world. But some voices tell that Russia has great future in some special destination. How do you feel about this? Низкий уровень жизни рождает ситуацию, сходную с Германией 30-х годов. But low level of life brings the situation like in Germany in 30 years. Yes. Well, Russia has always been some type of leader in so many areas. Я думаю, что Россия всегда была своего рода лидером в очень многих сферах. The CIS has always been very powerful. СНГ всегда был очень могущественной державой. And so, being powerful means you can do powerful good things. You can also make powerful mistakes. И быть могущественной державой значит иметь возможность как вершить много добра, так и много зла. There's so many international organizations here, so much now international travel. There's so many international organizations that are working in Russia. Я знаю, что в России работает множество международных организаций. The leaders themselves are traveling around a lot more to certain other countries. И лидеры сейчас начали путешествовать, смотреть, как люди живут в других странах. So we hope this will bring together, greater communication. Я надеюсь, что такой объединяющий фактор, как коммуникация, поможет решению очень многих проблем. Where leaders and nations can learn from each other, can learn good things from each other, and avoid some of the negative things. Нации могут учиться друг у друга, они могут заимствовать что-то друг у друга и также учиться на чужих ошибках. The future is really in the children. И потому будущее, оно за нами, но каким мы его сотворим в наших руках. They will be the future leaders. И в руках будущих лидеров. But they will inherit what we leave for them. Но так или иначе они унаследуют то, что мы оставим им. So we can all guarantee a brighter future by seeing that the children will inherit things that are auspicious. И потому о будущем можно судить по тому, что мы оставляем своим детям. Мы должны быть уверены, что наши дети получат достойное наследство. Not cities, that are going bankrupt. Не города, которые вот-вот развалятся. Not places that are just full of disease. Не какие-то места, которые просто наводнены болезнями. Not countries that are ready to go to war. Не страны на пороге войны. So this is our future based on how we take care of the kids. И наше будущее зависит от того, как мы позаботимся о своих детях и насколько достойным будет наследие, которое мы оставим за нами. То есть это должны делать не монархи, не правители, не кто-то наверху, а каждый человек, да? So I think not only monarchy, democracy, rulers, leaders should fight for this, but each and every person has to put some endeavor in the direction. By all means, we should always try to be the change ourselves that we expect to see within the world. Конечно, потому что прежде чем мы увидим какие-то перемены в мире, мы должны начать с самих себя и начать видеть перемены в себе. We can easily sit back and complain, but we should be active and make some change. Проще всего жаловаться, но лучше было бы что-то сделать самим каждому из нас, чтобы эти благие перемены настали. We say there's three types of people. Есть три типа людей, я часто говорю об этом. There are those who resent what is going on. Есть те, которые наблюдатели, они смотрят, что тут происходит. They watch what's going on and they complain. Они наблюдают, скорбят, жалуются. There are those who often try to make some change. Есть те, кто стремятся к переменам и что-то делают в этом направлении. So these are the inventors. Это искатели приключений и изобретатели. So you can consent
and just be a part of the nonsense. You can resent, or you can invent. И есть также те, кто находят выходы из сложившихся ситуаций и могут их решать. Так есть три типа. Это наблюдатели, жалобники, есть искатели приключений, есть подлинные изобретатели, которые ищут решения сложно сложившихся ситуаций. Better to be creative. How each person try to be creative. See how they can make a better world by how they have better relationships. И я думаю, что каждый из нас должен стать своего рода изобретателем и придумать, что лично он может сделать для того, чтобы мир стал лучше и чтобы ситуация вокруг нас она как-то изменилась в лучшую сторону. Every time we have better relationships, we're creating a better world. И тут очень важны отношения, потому что чем лучше отношения между нами, тем лучше становится мир, в котором мы живем. Every time we're manipulative, exploitive, we're adding to the crisis that the world is experiencing. И я думаю, что проблема кризиса в мире, войн и прочих сложностей – это именно сложности в отношениях между каждым человеком. So we are at a critical time where we're determining what the future of the planet will actually be. И потому я думаю, что сейчас переломный момент – это то время, когда решается будущее планеты. И именно от всех нас зависит, что будет дальше. Never before has mankind had such ability to annihilate all life on the whole planet. И никогда раньше у людей не было такой возможности судить о всей планете и знать, что происходит в других местах. So we have to make the right decisions. И знание, оно должно стать ключом к правильным решениям. That's why people like me now travel around so many places in the world. Почему многим я нравлюсь? Потому что очень много путешествую и удается держать руку на пульсе, потому что видишь события и что происходит в других городах. We find ways to connect different leaders in the international community. Мы ищем способы общения для лидеров различных стран, обществ и ищем способы улучшения этого общения и сотрудничества. We find ways to create religious interfaith activities, conferences for religious leaders. Мы стараемся улучшить наше взаимодействие. We try to give more emphasis to education, health and welfare. Мы подчеркиваем важность образования и медицины для блага мира. We write special books to give to diplomats and presidents of countries. И также я пишу книги, которые оказываются полезными для руководства разных стран. Я лично сам вручил их некоторым дипломатам и руководителям государств. While we try to manage our own areas and kingdoms also. И также я стараюсь должным образом править своим королевством и также быть компетентным и должным лидером в тех сферах, где я работаю. This is why I'm on this international peace mission of visiting so many countries all around the world. Именно поэтому я путешествую по разным странам, стараюсь делиться опытом с другими и заимствовать их опыт и общаться. About every 15 seconds or so, one person is murdering another person on this planet. About every 15 seconds, one person is murdering someone else on the planet. Каждые 15 секунд кто-то кого-то убивает на планете. The second largest business in the world is the defense and weapons. Второй по доходности бизнес в всем мире – это оборонная промышленность, то есть производство оружия. The first business, the biggest business in the world, is drugs. И самое доходное дело – это наркотики. So we're a global culture. We're getting more intoxicated while we're perfecting our ability of how to kill each other. И сейчас фактически глобальная культура, тенденция, она сводится к изощренности в том, чтобы убивать других и одурманивать себя. Want to know more about your future? I look at how you spend your money. И если хотите больше узнать о своем будущем, посмотрите на то, как вы распоряжаетесь своими деньгами. So our future is a little scary. Потому как это происходит, мы можем узнать о будущем и заглянуть туда. Ваше Величество, вы сказали, что будущее в руках каждого из нас. Меня, например, очень волнуют религиозные войны на юге России. Вот что бы я мог сделать, например, лично, просто как обыкновенный человек для их прекращения? I'm very annoyed with wars in the house in Russia. It's religious wars. And you tell that each and every one can do something for peace in the world. So I'm concerned what I am as an ordinary normal person can do for solution of these problems. I think you're right. Religious wars can be very dangerous. Вы правы. Религиозные войны – это большая опасность.
religion is a very strong force. If it's used in the right way, it's very helpful. In the wrong way, it can be very, very destructive. Религия – это огромная сила. Если ее использовать в позитивном ключе, она может принести множество блага, но также она может натворить много бед. But deep philosophy and religion helps us to be able to make changes in the world in a powerful way. Но глубокая религия и философия могут помочь нам изменить мир и оказать сильное влияние, чтобы тот изменился в лучшую сторону. Because we try to look at what will bring the greatest good to the greatest number of people. Потому что с помощью религии и философии можно узнать, что будет высшим благом для большего количества людей на Земле. So each of us, as we engage in various activities, we should be thinking, what is the consequence of this activity that I'm doing? Так или иначе, каждый из нас ежедневно что-то делает. И прежде чем совершить какой-то поступок, нужно подумать, какие будут его последствия и как он скажется на людях, окружающих меня. So it means just being much more accountable. Нужно быть ответственным человеком. Ну, наверное, последний вопрос. Если бы в вашем княжестве начались подобные конфликты, каким бы путем вы пошли как правитель? If in your kingdom similar problems would started, what way as a leader you would choose to solve them? I emphasize 4 basic principles for community. Есть 4 принципа построения общества. First one we emphasize, whenever there's a conflict, consider yourself to be wrong first. Первое. Если возникает конфликт, считайте виноватым в первую очередь себя. Try to approach it to see what have you done wrong, or what do you need to explain better so there's no conflict. И прежде чем на кого-то наброситься с обвинениями, попытайтесь проанализировать, что такого вы сделали, что послужило причиной конфликта. Попытайтесь объясниться с тем, с кем у вас возник конфликт, и, может быть, просто даже путем общения и открытия сердца друг другу он будет исчерпан. We ask the citizens to interact with each other in such a way that they consider the success of their own existence is based on how they're interacting with another person. А также мы просим своих подданных общаться и относиться к другим так, как будто бы от этого человека зависит его будущее и успех или неудача в жизни. Third, we ask them to consider someone who they have the greatest love for. Now try to have that love toward everyone. И если мы также просим, что если вы кого-то любите очень-очень сильно, попытайтесь разделить эту любовь на остальных, кто вас окружает также. Last, we ask them to consider the citizens and people they are interacting with may very well be the people who they may also die with. И кроме того, кем бы вы ни были, всегда относитесь к другим так, словно этот человек может оказаться рядом с вами в тот момент, когда вы будете умирать. So that they take the associations very seriously. И потому в моем государстве люди очень серьезно относятся к общению друг с другом. Now this is kind of idealistic, obviously. Ну, конечно, то, о чем я говорю, может показаться несколько идеалистичным. But success comes from powerful ideas. Но успех приходит из попыток достичь высших идей. The idea is to try to create a community of love, compassion, and selflessness. Просто нужно постараться сделать так, чтобы в обществе царил дух бескорыстия, любви, взаимопонимания и дружбы. See, love is very powerful. It's not just a sentimental thing. Любовь — это не просто чувство, это очень могущественная вещь. Let me give you an example. When someone does not feel loved, they are 10 times more susceptible to chronic disease. Например, тот, кто не чувствует себя любимым, в 10 раз больше подвержен хроническим заболеваниям. When someone does not feel loved, they are 5 times more likely for premature death. Тот, кто не чувствует себя любимым, в 5 раз больше, чем другие, может подвергнуться смерти, причем до отведенного ему срока. 6 times more susceptible to all kinds of general diseases. Кроме того, человек, который не испытывает любви, больше подвержен обычным заболеваниям. So a lack of love brings a lot of problems. И потому недостаток любви между людьми приносит также много проблем. As a matter of fact, even a lot of the wars and things that go on is people who are frustrated with their love and do not feel valued.
И, как правило, в войны ввязываются те люди, которые разочарованы в любви или не имеют своей личной жизни, не имеют семьи и каких-то высших духовных ценностей. And believe it or not, it starts even before the person is born. И верите вы или нет, это начинается еще до того, как родился человек. It starts at sex life. Все начинается с секса. The consciousness of the man and woman when they come together for sex life has an impact on the kind of entity that takes birth. И soзнание мужчины и женщины в момент близости окажет очень сильное влияние на формирование их ребенка. Once the child is in the womb, even before the child is delivered, the child is picking up things from the environment, and his or her consciousness is being formed. И хотя некоторые считают, что ребенок в утробе еще не человек, на самом деле это уже сознательное живое существо, которое слушает и впитывает в себя идеи, звуки, эмоции, которые царят вокруг него. Now this is a little metaphysical, but we can make the world better by having more loving, accountable sex life. И хотя может это показаться странным, о том, что я там говорю, но так или иначе правильное отношение между мужчинами и женщинами и правильное отношение к близости и к зачатию детей может гораздо улучшить наш мир. Because by the time a child is born, so much of that consciousness and personality is already formed. Потому что до того, как ребенок родился, очень большая часть его сознания уже сформирована. So many of the crimes and vicious people are people who've had a tremendous trauma experience when they were small or the way they were brought into this world. И если мы посмотрим на жизнь больших преступников и людей с сломанными жизнями в этом мире, мы сможем найти в их детстве какие-то такие случаи, которые оказали драматическое влияние на их судьбу. Это происходило с ними либо в детстве, либо эти беды и сложности, они происходили в тот момент, когда они находились в лоне матери. Let me share one more metaphysical thought. Сейчас поделюсь еще одной метафизической мыслью. The issue we're concerned with now is thinking. Мысль очень важна. Because everything has to do with consciousness. Сила мысли огромна, потому что все фактически проявляется из сознания. Everything that is external is coming from an internal foundation first. Вовне все проявляется из мысли в результате нашего сознания. The external is the manifestation, but it starts off from internal consciousness. Сначала созревает какой-то план, приходят мысли, и потом уже что-то совершается вовне нас. So as we purify our thoughts, then we purify our speech. И потому мы должны очистить свои мысли и очистить свою речь. Then our speech affects our actions. Потому что речь окажет большое влияние на то, что мы делаем. Our actions produces our habits. Постоянные поступки рождают привычку. Our habits, then it produces our cultures. А привычки, они создают культуру. So we want to get away from the culture of violence and the culture of drugs, the culture of war. Потому если мы хотим уйти от культуры войны, наркотиков и насилия, Want to embrace a culture of love, a great culture of sustainability. И войти в культуру любви и доверия, мы должны работать именно в этом направлении. But we can't do that if we don't change our thoughts. Потому что создать атмосферу любви и счастья невозможно без очищения сознания и мыслей. So leaders should help empower people to have very dynamic thoughts. И потому лидер должен учить тому своих людей и давать им полномочия на то, чтобы они развивались, очищали свои мысли и стремились к высшим целям жизни. Not to be so stagnated by fear and anxiety. И лидер, он должен быть смелым человеком, не закостеневшим и должен быть свободным от страха. They should have trust in the vision of the leader. In this way, they can participate fully in that vision. Он должен иметь доверие, доверять другим, иметь широкое видение и достаточный разум, потому что именно эти качества отличают достойного лидера. The World Health Organization has put out a report that a big problem is going to happen after 12 years after now. А потому что исследователи говорят, что пройдет 12 лет и нас ожидают большие сложности. That the way the world is moving is that there's an increase in mental illness. Потому что то, куда мы движемся, лишь увеличивает ментальную слабость и болезненность людей. They're saying in about 12 years, one of the greatest world problems is going to be just millions of people suffering with mental illness.
И большинство исследователей предсказывают, что самая большая проблема человечества спустя 20 лет это будут всевозможные психологические проблемы и расстройства. That is going to be worse than heart disease, cancer, etc. И эти болезни будут гораздо хуже, чем рак и сердечно-сосудистые заболевания. But the reason it's increasing mainly is also because people are suffering so much with depression. И причиной тому будут депрессии и сложности, которые испытывают люди. Depression has to do with too much emphasis on just material things and not enough nourishment for the inner self. И депрессия возникает от того, что люди забывают о каких-то высших духовных ценностях и полностью отождествляют себя лишь с телом и забывают о своем внутреннем чувстве счастья и каких-то душевных потребностях. We're living for commodities rather than honoring a healthy community. И мы живем ради удобств, а не ради общения. Последний вопрос. Нас просто торопит. Последний. И я тоже хочу последний вопрос. Kamala tells me it's time to go, and she tells, I want to ask my last question. No, I have to ask my last question. Я хотела спросить Его Величество, какое самое вот большое чудо, которое случилось в его жизни? Your Majesty, if you can share, what is the greatest wonder you've had in your life? My life is full of mystery, full of wonders. Моя жизнь полна чудес. As a monarch, as a spiritualist, as an international scholar. Как монарх и международный деятель и спиритуалист, я все время сталкиваюсь с какими-то чудесами. Almost every day is, it's full of excitement. Почти каждый день таится множество приключений и сюрпризов. Whether I'm in a palace or in the state house with the president of a country. Во дворце я или в гостинице для президента стран. Whether I'm in the woods, in a village with simple people. Или я в деревне, в какой-то хижине у обычных людей. But I have a very internal life. So even though I'm doing external things, I'm always in meditation and prayer. Чем бы я ни занимался, я сохраняю внутреннее настроение медитации и молитвы. Like in my books, I write about all kinds of metaphysical things, extraterrestrials, life after death, reincarnation. В своих книгах я также упоминаю много метафизических явлений, таких как реинкарнация, то есть жизнь после смерти и многих других вещах. Parapsychological things. О парапсихологии я пишу. So I'm totally convinced that there's so much more to life than just the physical. И потому я всецело убежден, что помимо того, что мы можем наблюдать своими обычными глазами, вокруг творится множество чудес, на которые, быть может, мы не обращаем просто внимания. A lot of my work is in connection with entities that assist me that are not in the physical. И множество моих работ, они связаны с теми существами, которые помогают мне. И, быть может, их не видно невооруженным взглядом, но они есть, и я твердо уверен в их защите и покровительстве. Just like angels or archangels or devas and demigods. Я уверен в существовании ангелов и полубогов. So this is why I'm also on this kind of mission. И потому я также разбираюсь в экономике. Because there's also worry about the future of the planet. Я специально вник во все эти вопросы, потому что я считаю, что экономика также окажет важное влияние в развитии мира. So my excitement is to try to give love and receive love. И также я хочу, чтобы моя жизнь была полна любви. Я хочу делиться своей любовью и встречать любовь в сердцах тех, с кем я общаюсь. We try to help people to be more natural. Я хочу, чтобы люди были более естественными в общении, More ethical. более этичными. And hopefully more transcendental. И, конечно же, я хотел, чтобы они больше стремились к духовному. Ваше Величество, вы чувствуете любовь своих подданных? Your Majesty, do you feel love of those who are with you? I mean, your citizens? Constantly. Да. Как это проявляется? And when I travel, it's like here И когда я путешествую здесь, in например, Perm, I have Перми. also I have many students here. У меня есть много учеников, студентов. So all over the world, I have people who are like my disciples. По and всему students. миру у меня есть ученики и студенты. And as I meet them, И когда я их встречаю, it is very exciting and energizing. то, конечно же, мы очень счастливы видеть друг друга, это придает мне сил. Yesterday I had a chance to meet some of them also. И здесь я тоже встречался с некоторыми. Ну все, наверное, спасибо огромное. Я готов принять гражданство.